Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель регионального исполнительного комитета чеченского отделения партии «Единая Россия» Адлан Динаев. Основатель и руководитель футбольной команды ампутантов Ламан Аз. Друзья, футболисты Чеченской Республики досрочно стали чемпионами России. Речь идет не о здоровых, прошу прощения за такое сравнение, полноценных игроках, о спортсменах-инвалидах. Я не люблю это слово, но приходится так говорить. Стойкость и мужество которых достойны восхищения. Команда Ламан Аз 8-й раз становится чемпионом России по футболу ампутантов. Давайте все поздравим нашу команду с победой. Очередной победой. Машвойло. И сразу переходя к нашему разговору, Адлан, банальный простой вопрос. Расскажите о своей команде. Как все начиналось? Насколько я помню, вы в 2002 году были председателем общественной организации «Ламан Аз» и являлись инициатором создания в регионе адаптивной организации людей с ограниченными возможностями здоровья. «Ламан Аз». Или я не прав? Так и есть. И где тут соприкосновение, где тут как, что? Рассказывайте. Ну, еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, Ламализа, за возможность выступить на этой передаче, поприветствовать наших телезрителей. Действительно, как вы сказали, что далекий уже, скажем так, 2002 год, 22 года назад была создана футбольная команда ампутантов «Ламан Аз», что как бы явилось таким толчком, скажем так, в этом, для создания этой команды. Наверное, это все-таки больше всего, как вы тоже отметили, деятельность общественной организации «Ламан Аз» и проект по противоминной безопасности. Когда мы занимались сбором информации о пострадавших среди гражданского населения в результате минных инцидентов на территории Чеченской Республики, как мы помним, это очень сложный период, 2000 год, когда была большая миграция, когда много было пострадавших, когда были военные действия. И вот в этот период, когда мы начали программу реабилитации, понятно было, что проблема очень серьезная, актуальна, особенно среди детей. И побывав на одной из тренировок подобной команды в городе Владикавказ, Республика Северная Осетия, Алания, было такое решение, чтобы мы тоже подумали о том, чтобы создать в тот период, собрать ребят, спортсменов, будущих спортсменов, скажем так, да, для физической реабилитации. Тут вопрос стоял только о физической реабилитации через занятия спортом. И никаких тогда, во всяком случае, таких высоких амбиций достичь каких-то высоких спортивных результатов у нас не было. Была реальная нужда, необходимость, чтобы дети, на тот период это были дети, действительно, 10-9 лет, кому 12 лет, кому еще меньше, которые пострадали в результате разрыва снарядов, разрыва снарядов, минных инцидентов, и дать возможность этим ребятам в этот сложный период через спорт пройти определенную реабилитацию и интеграцию. Давайте объясним нашим телезрителям, чем отличается футбол ампутантов от обычного футбола. Сколько игроков на поле и на каком поле они играют, как играют, какие правила, вкратце, если можно. Прошу. Ну, что касается правил, ну, мы понимаем, что если мы говорим о адаптивном спорте, спорте людей с ограниченной возможностью физического возможностью здоровья, опять-таки, ну, понятно, что есть и адаптированные правила. Безусловно, здесь отличается, и в том числе и по размерам поля, но стандартное поле, на которых проводятся спортивные мероприятия, турниры, это 60/40, у нас 6 полевых игроков и 1 вратарь, 7 игроков на поле получается. Плюс можно в любое время неограниченно делать замены во время каких-то перерывов. Что касается непосредственно каких-то тонкостей, ну, например, игра костылем проравнивается как игре рукой. Играть культем, то есть неполноценной ногой, ампутированной ногой, также нельзя, это нарушение. То есть есть какие-то такие моменты в целом, а так вполне
основные правила, которые мы видим и знаем по футболу, они здесь тоже применяются. То есть это пенальти, соответственно, там и ворота меньше, там, соответственно, и расстояние меньше, это угловые, это аут. Аут, естественно, подается не руками, а ногой. Есть какие-то свои особенности. А так, в целом, очень, очень интересно, очень зрелищно, очень мужественный вид спорта, могу сказать. Достаточно сложно Да, играть непросто. по таким правилам. Футболисты без званий и без ног. Еще раз прошу прощения. Как чеченской команде, ампутантам, удалось покорить Россию? Согласитесь, очень хороший вопрос. Кто они, футболисты команды «Ла-Манас»? Где тренируются? Рассказывайте, рассказывайте. Вы знаете, наверное, вот это действительно, как бы отметил Амали, покорить Россию, это было для нас, во-первых, это очень такой серьезный момент психологический. Мы прекрасно все помним, еще раз с вами, во всяком случае, молодое поколение, может быть, не очень, но тот период, когда в начале 2000-х годов, когда нам приходилось доказывать каждому столбу, что мы есть люди, что мы нормальные и так далее. И вот в этот период ребята выезжали, занимались, тренировались и соревновались с ребятами из других команд нашей страны, регионов. Понятно, что там также были ребята, которые пострадали в результате военных действий, в том числе на территории Чеченской Республики. И вот это такой психологический момент, он очень был сложный. И могу сказать, что на самом деле, вот, особенно в начале, там, несколько лет нам достаточно было сложно, чтобы ребята с нашей команды могли найти общий язык с ребятами из других команд. Даже было такое, я помню, была такая статья в «Аргументах и фактах», «Два капитана», когда капитан нашей команды Межиев Адам, который пострадал в результате разрыва снаряда, неразорвавшегося снаряда, и получил увечья, потерял ногу, ему было 10 лет. И капитан волгоградской команды «Ски Академия» Валера, который участвовал на территории Чеченской Республики в военных действиях, в разведроте и во время разминирования определенного пострадал, потерял тоже ногу. И они оба встречаются на одном поле. Да, и они оба, причем они встречаются на одном поле, и они оба в 2006 году защищали честь страны на чемпионате Европы в Волгограде. Понимаете? Сборной команде России. Сборной команде России. Две судьбы, совершенно разные. И вот этот момент очень был сложный. И покорить, в определенной степени, да, доказать, показать, это было сложно. Ну, хвала Всевышнему, благодаря мастерству нашего тренера Герзишева Руслана Андреевича и вот без ложной скромности наша работа, командная работа позволила нам дать возможность, чтобы эти ребята вот преодолели вот этот психологический барьер и достойно заняли место вот в этой семье команд футбола ампутантов. Смотрите, Адлан, как бы мы ни хотели этого, но их называют людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но они, люди с ограниченными возможностями, становятся чемпионами России. И уже не в первый раз. Они знают, зачем и почему они играют в футбол. И за что играют в футбол? Вы в своем... Такой футбол. В своем выступлении тоже отметили по поводу ограниченных возможностей. Вы знаете, на самом деле я действительно еще раз подчеркну, по воле Всевышнего у них есть ограничения, физические ограничения. К сожалению, да, вот эти инциденты, которые произошли, лишили их кого-то руки, кого-то ноги. Есть вот такие вот, к сожалению, вот эта ситуация. Но могу вам сказать с уверенностью, оглядываясь вот назад, эти 22 года, что это не громкие слова, это не пафос на камеру, это на самом деле так оно и есть. Ребята, которые безграничными возможностями, внутренним потенциалом. Это мужественно, это целеустремленно, это ребята, которые ежедневно преодолевая, превозмогая, в том числе и боль, морально-психологическое состояние, намного выше с точки зрения моральной устойчивости любого из нас. Ну, согласитесь, человек слабым духом в такой футбол играть не будет. Вы знаете, вот в тот период, если мы тоже еще раз вернемся в это, когда и в городе, и в республике везде блокпосты, им приходилось преодолевать эти блокпосты, им приходилось проходить на тренировки. Вы знаете, когда те условия, которые были раньше,
практически отсутствие любых нормальных условий, элементарного душа, они тренировались, они занимались, превозмогая боль, они выезжали и защищали честь нашей республики и страны. Это действительно ребята, которые безграничны в своем внутреннем потенциале возможностей. И уверяю вас, больше, чем мы им дали, дали они нам. Вот своим жизнелюбием, жизнестойкостью, силой воли, мужественностью, видя, как они преодолевают, как они стараются, они проходят, они потом поступают учиться, они обзаводятся семьями. И ты, видя это, понимаешь, что если они могут, что мне мешает, что мне не дает, как я могу сегодня сказать, что или опустить руки, или там как-то повести себя не так. Понимая и видя, как эти ребята достигают этих успехов и результатов каждодневно своим трудом и усилием. И не ищут причин, чтобы этого не делать. Да, да. Смотрите, учитывая, что это не профессиональный клуб, вот, Адлан, расскажите, ну, интересно, простите за такие вопросы, но интересно, как такие люди на костылях, извините вот за такую прямоту, выходят на поле, играют, где тренируются, как живут, где их база, как приходят в команду новые футболисты. Вот давайте рассказывайте. Как бы такая текучка, которая... Как у вас организованы тренировки, сборы перед состязаниями? Повседневная работа, ну, хвала Всевышнему. Могу сразу сказать, что сегодня, алхамдулилlah, все хорошо, и как бы потом скажу. Ну, действительно, 22 года назад это было очень сложно. Мы практически тренировались на открытом поле, потом вот ДК «Оргтехника», единственное здание, которое было как-то более-менее сохранилось в Грозном, приспособили там потом и наш тренер Гизичев Руслан, который непосредственно тогда был директором этого клуба, помогал нам, там какие-то условия создали. Очень было сложно, но при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ, Международного Красного Креста, там создали некоторые условия. Более-менее тогда вот мы начали тренироваться. Было сложно, не хватало и элементарно, как вы сказали, костылей, резины, которые там, смены, которые постоянно стирались. Не хватало инвентаря, мячей и так далее. Вот возможностей элементарных не было. Но благодаря, еще раз могу сказать, что поддержке главы республики, Чеченской республики, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рамзана Ахмадовича Кадырова, Героя России, при его поддержке непосредственно, потом уже по его инициативе мы обратились в региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова, дал удовольствие первого члена Чеченской республики, Героя России, и была оказана поддержка, мы уже начали полноценно заниматься, тренироваться. Ребята начали получать и зарплату, стипендию, начали выделяться средства для приобретения необходимого инвентаря, приобрели для нас комфортабельный автобус Ford Transit, чтобы они ездили на тренировки и так далее. Вот, если вы помните, когда вот было открытие Ахмад-арены, мы участвовали в конкурсе на эмблему. И победив этот конкурс, команде были переданы $100 000. Тогда вот чек, непосредственно глава республики встречался с командой, поздравлял нас. И вот с момента, когда уже Рамзан Ахмадович начал уделять внимание, пошел такой, скажем, прогресс в плане создания условий необходимых. И уже по его инициативе в 2013 году в Министерстве спорта была создана спортивно-адаптивная школа «Ламаназ», государственное бюджетное образовательное учреждение, для людей с ограниченным возможностью здоровья. Помимо футбола, ампутантов и другие виды начали мы потихоньку развивать. И мы нацелились на чемпионство России. Поставили цель такую? Да, ну, эта цель практически была с момента начала. Где-то с 2004-2005 года мы уже к этому стремились. Могу сказать, что это было таким приятным совпадением, когда уже была создана спортивно-адаптивная школа «Ламаназ». Практически в этот год мы уже стали впервые чемпионами России. Аллах, смотрите, для любого спортсмена, вы это знаете лучше меня, крайне важно быть эмоционально заряженным на борьбу. А для людей с инвалидностью это вдвойне необходимо. Для работы с командой вы привлекаете там, я не знаю, специалистов, психологов. Вот как тут у нас?
Ну, наверное, скорее всего, мы сами стали этими специалистами, психологами. То есть со стороны у нас людей нет? Нет, профессиональных психологов, к сожалению, ну, отчасти, к сожалению, может быть, отчасти к счастью, наверное, все-таки внутренний потенциал человека, он настолько безграничен, в том числе у этих ребят, которые вот черпают в себе эти силы, понимая, что от них многое зависит. И я благодарен Всевышнему, что нам удалось в свое время дать вот тот заряд и ту информацию, заложить в них, чтобы они это для себя поняли, что от них многое зависит, что они первопроходцы. Именно благодаря вот той работе и той отдаче этих ребят, которые в тех неимоверных сложных условиях не опустили руки, пошли до конца, мы смогли вот буквально там через 10-11 лет уже на базе Министерства спорта Чеченской Республики создать целенаправленную, полноценную спортивную школу для развития адаптивного спорта. Люди, связанные одной идеей, одной целью. И это помогло. Конечно, это взаимосвязь. Больше, чем психологическая подготовка Да, какая-то. конечно. Я вас понимаю. Насколько я знаю, футболисты команды Ламан-Ас составляют костяк национальной сборной нашей страны. А тренер команды Ламан-Ас Руслан Герзишев является главным тренером сборной России по футболу среди ампутантов. Вот как? Чеченские футболисты, костяк сборной России. Чеченец, главный тренер сборной России. Как? Рассказывайте, нам интересно. Ну, во-первых, да, действительно, это так, это состоявшийся факт, и нам очень отрадно об этом говорить. Впервые, когда в такой принципиальной игре, в финале в 2013 году в Волгограде, мы играли в финале с местной командой, с Академией Волгоград, и одержали уверенную победу, стали впервые чемпионами России. Эта команда в практике, в современной практике футбола ампутантов Российской Федерации, единственная команда, которая своими воспитанниками, без каких-либо легионеров других регионов и других стран, стала чемпионом России. То есть у нас нет приглашенных Абсолютно. со стороны? У нас только наши ребята? У нас в практике после этого бывало, что мы приглашали ребят там, с Дагестана, с Осетии, они играли за нашу команду, но впервые чемпионами России мы стали именно своими воспитанниками, без каких-либо приглашенных легионеров. Понятно. И это действительно очень большое достижение. И сегодня, вот благодаря вот той работе, которую сегодня проводит, нужно отдать должное нашему тренеру Руслану Герзишеву, Руслану Андиевичу, который действительно вот, в прямом смысле этого слова могу сказать, что являясь отцом, старшим братом, вот прям практически с ложки кормил этих ребят, когда они еще были помоложе, да, и вложил в них вот и душу, и сердце, и профессионализм. И сегодня рад, что руководство футбола ампутантов, Федерации футбола ампутантов оценили эту работу, увидели его вклад и вот включили его, назначили его старшим тренером сборной России. Сегодня наши ребята составляют, как вы уже сказали, основной костяк сборной России. Это 8 человек, 6 из которых играют в основном составе, у нас 2 в резерве. И, как вы сказали, главный тренер нашей сборной является Руслан Ильич Герзишев. Какая услада для слуха все это слышать? Случайно ли это, Ламар? Нет, это не случайно. Это действительно титаническая работа, это большой труд. И та мотивация, которая сегодня нас закладывает глава республики, Герой России, член Высшего Совета партии «Единая Россия» Рамзан Хачкадыров. А действительно, в чем мотивация ваша и вашей команды? Своим вот таким вниманием, вот я могу сказать один момент, когда вот мы проводили первый круг чемпионата России по футболу ампутантов в городе Грозном, и по итогам этого первого круга был разыгран Большой Кубок Кавказа имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Да, Аллах Абдульсу. Аминь. И ребята в финале обыграли также команду, вышли вперед и завоевали впервые этот кубок. И тогда, когда Рамзан Ахмадович присутствовал на финальных играх, он подошел, там было много членов команды, в том числе тогда председатель правительства Дельгирия Булгар, руководитель администрации, ныне председатель правительства Дауда Магомед Ходжи Ахмедович, секретарь региональной отдельной партии «Единая Россия», Герой России. И посмотрел на ребят, он сказал: Дауду Магомед Ходжи Ахмедович, надо, говорит, несколько человек перевести в Терек. Тогда Терек называлась команда Ахмат, чтобы они немножко поднялись в результате. И на самом деле вот эти вот слова, когда глава республики
не просто где-то там, где там в Инстаграме там, где-то говорит, а приходит сам, болеет. Причем он неоднократно приходил на наши соревнования и приглашал нас, наших ребят, и награждал их. И более того, могу сказать, что таким серьезной мотивацией было то, что во время перерывов в премьер-лиге, когда наш Ахмат играл в Грозном, впервые, когда мы стали чемпионом России, награждали нас на Ахмат-арене при многотысячных аудитории зрителей. И объявили, что на весь стадион, на всю республику, что впервые в истории Чеченской Республики по любым видам футбола чемпионами России стала наша команда. Я помню это. Это, на самом деле, это очень серьезная мотивация, это такое серьезное задел, когда ребята понимают, что то, что они делают, это видно, и это ценится. Я помню этот день, я был там. Содержание команды «Адлан», даже любительской, требует серьезных вложений. Особенно для участия в турнирах, в чемпионатах, в соревнованиях. Кто оказывает команде финансовую помощь? Простите за такой вопрос. Ну, как я уже сказал, что благодаря вниманию главы республики до определенного времени нам очень активно помогал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. С момента создания уже государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования спортивно-адаптивной школы «Ламаназ» в системе Министерства спорта у нас уже как бы целенаправленное, централизованное финансирование. Но, как говорится, денег много не бывает, их всегда не хватает. Опять-таки, вот в силу определенных обстоятельств в последнее время тоже. И могу сейчас сказать, что отдельно хочу поблагодарить руководство и федерацию президентов футбольного клуба «Ахмат», который сейчас, вот последние года два, нам оказывает очень активную поддержку, выделяются средства. Они как взяли шефство над нашей командой «Ламаназ», ампутантов «Ламаназ», и соревнования, в которые мы принимаем участие, они активно нам помогают и выделяют средства для того, чтобы ребята без проблем участвовали в этих соревнованиях, при необходимости закупать необходимую экипировку и так далее. То есть, если я вас правильно понял, команда «Ламаназ», она полноценная единица спортивной системы Чеченской Республики. Да, могу так сказать. Если я не ошибаюсь, продолжая, футбол ампутантов не входит в программу паралимпийских летних игр и не имеет статуса паралимпийского вида спорта. Думаю, что это несправедливо. Ваше мнение? Безусловно, вне всякого сомнения, это несправедливо. Более того, тут опять-таки вот такие двойные игры, двойные стандарты, которые ведет Международный паралимпийский комитет, к сожалению, зная и понимая, что у нас в мире нету соперников, конкурентов, реальных конкурентов, которые бы могли бы составить нам реальную угрозу сопротивления. Поэтому, ссылаясь на то, что это травмоопасный вид спорта, хотя мы знаем более травмоопасные виды спорта и в летних, и в зимних паралимпийских играх, но и тем не менее, к сожалению, по сегодняшний день этот вид спорта, как я уже ранее заметил, очень мужественный, очень зрелищный, очень такой четкий вид спорта, как футбол ампутантов, не входит, к сожалению, в летние паралимпийские игры. Он должен быть там. Я в этом уверен на 150%, если так можно выразиться. Как вы сказали, инвалидный спорт – зрелище. Очень большое зрелище, но не для всякого зрителя. Согласитесь. Вот как вам кажется, зачем обычным здоровым людям смотреть, как играют инвалиды? Простите меня. Не инвалиды, а люди с ограниченным возможностью. Да, принимают. Ну, сложно сказать, что да, наверное, для людей с ранимой психикой, да, скажем так, это немножко необычно. Во всяком случае, про футбол ампутанта могу сказать. Да, это, еще раз подчеркну, это красиво, это зрелищно, это мужественный вид спорта. Да, как и в любом другом виде спорта, бывают травмы. Но ребята настолько корректно и четко играют, когда понимая, что они могут друг другу навредить, принести вред здоровью, они очень корректно играют. И в этом и заключается его красота. Что касается обычных людей, скажем так, да, которые бы могли бы прийти и посмотреть на этот вид спорта, могу сказать вот по своему примеру, то, что я сказал вначале, они получат
такой заряд энергии, эмоций, что ни в одном виде спорта они его не получат. Ни в каком мордобое и любых других командных видах спорта. Футбол ампутантов – спорт высших достижений. На мой взгляд, да. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Адлан, у нас есть 30 секунд, чтобы вы поздравили нашу команду с досрочным чемпионством в чемпионате России. Прежде всего, хотелось бы от души поблагодарить нашего основного главного болельщика Рамзана Ахматовича Кадырова за его постоянную помощь и поддержку, а также пожелать поздравить наших спортсменов, тренера и всех наших болельщиков, которые переживали, болели за нас. Восьмой раз в этом году на чемпионате России в Нижнем Новгороде, городе Дзержинск, команда «Ламаназ» одержала досрочную победу. С чем я поздравляю. Желаю удачи, успехов. Ваня Айдарас. Дюналия, Уналия, Стугалия. Яхуруш, Набуш. Тейсан Яхюлша. Одош, она каруретияш. Отсол Яхюш беждуш. Цунде Расуна, дал это был Алле, дал это Беркюль. Из этого больше, бахай мошка, особо больше, да, массу очень на южный аус больше. Амин. Спасибо еще раз. Удачи вам и успехов. Спасибо за внимание, за то, что пригласили. Удачи всем. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель регионального исполнительного комитета Чеченской Республики партии «Единая Россия» Адлан Динаев, основатель и руководитель футбольной команды ампутантов «Ламан Аз». Друзья, в заключение я хочу присоединиться ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя и сказать: «Ламан Аз, успехов тебе и удачи». И напоследок, не болейте, будьте здоровы.